При строительстве широко применялись и применяются рычаги для подъема тяжести. Рычаг представляет собой достаточно длинную палку, к одному из концов которой прикладывается сила, необходимая для подъема груза. Рассмотрим пример, в котором рычагом является лом, который вращается вокруг точки О. Когда на длинный конец лома действуют силой F1, его короткий конец поднимает груз, действующий на него с силой F2. Точки приложения обеих сил находятся на противоположных по отношению к точке О сторонах рычага. Принцип действия рычага используется в работе тачки. Человек действует силой F1, приподнимая тачку и находящийся на ней груз. Неподвижная точка опоры рычага в этом случае находится не между приложенными силами, а на конце рычага. К рычагу, который может вращаться относительно точки О, подвесим грузы разной массы. Грузы располагаются по разные стороны от точки О и действуют на рычаг силами F1 и F2, направленными вниз. Зафиксируем положение большего груза в точке А. В зависимости от места прикрепления меньшего груза, рычаг может начать вращаться по часовой стрелке или против нее. И только когда этот груз окажется в точке Б, рычаг будет в равновесии. Используя правило равновесия рычага, можно объяснить действие еще одного простого механизма – блока. Блок представляет собой колесо с желобом, которое может вращаться относительно оси в точке О. По желобу пропускается трос. Такой блок называют неподвижным, так как его ось не поднимается и не опускается. Неподвижный блок можно рассматривать как рычаг, плечи которого равны. ОА равно ОБ. В соответствии с правилом равновесия рычага, силы, приложенные к блоку, также равны, то есть F равно P. Следовательно, такой механизм не дает выигрыша в силе. Он применяется для удобства, поскольку человеку проще выбирать трос блока, прикладывая усилия, направленные вниз, чем поднимать груз вверх. Чтобы получить выигрыш в силе, используют подвижный блок. Ось подвижного блока поднимается или опускается вместе с грузом, который прикреплен к самому блоку. Подвижный блок также можно представить в виде рычага, к которому приложены две силы P и F. Точкой, относительно которой будет вращаться рычаг, в этом случае является точка А. Плечи сил, соответственно, равны АО и АБ. Так как плечо ОА в 2 раза меньше плеча АБ, то сила P в 2 раза больше силы F. Иначе говоря, подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза.